Сейчас идет активная подготовка наблюдателей, революционеров в рамках проекта СайлАУ-2020. Аблязов и Сорос готовят переворот в Казахстане. В сети появилась аудиозапись Людмилы Козловской, которая рассказывает в чате комментаторы, чат сторонников ДВК, о проекте СайлАУ-2020. Подготовка наблюдателей за выборами в парламент РК, реализуемый ОФ МИСК Ирина Медникова и ОФ Йоркин-Деканат Елена Швецова, при финансировании фонда Сорос. Ирине Медниковой дает инструкции так называемым активистам о необходимости попасть в проект, обучиться и участвовать в наблюдении за выборами. А теперь обо всем по порядку. МИСК как общественный фонд образовался в 2002 году и занимался сугубо социальными проектами для студентов. В это же время Мухтар Аблязов занимается продвижением демократического выбора Казахстана, за что был арестован в 2002 и помилован в 2003 году. Однако свою оппозиционную деятельность решил осуществлять тайно, опасаясь повторения случая с арестом. В это время ему на глаза попадает молодежная организация МИСК, имеющая огромный потенциал, но не имеющая нужного финансирования. В 2003, 2004 и 2005 годах ОФ МИСК проводят самые крупные за всю историю выборов в Казахстане наблюдения за выборами. Только подумайте, молодая неопытная организация, без поддержки на тот момент международных организаций, за год существования охватило во время каждых выборов 13 городов и 26 сел. А весь секрет в том, что МИСК получил финансовую и организационную поддержку со стороны Мухтара Аблязова и его сторонников, что позволило осуществить такой колоссальный охват избирательных участков. Из организованных наблюдений сторонники Аблязова извлекли урок: нужна качественная подготовка лидеров и активистов, после чего Мухтар начинает активно спонсировать поездки активистов МИСКа за границу. Так, в 2004 году Ирина Медникова проходит обучение проведению революции в Украине, где знакомится с Людмилой Козловской, также активисты МИСК, среди которых ныне руководитель ОФ Йоркин-Деканат Елена Швецова также выезжает за границу, где посещает всевозможные тренинги и семинары по продвижению так называемой мягкой силы. В 2009 году Мухтар Аблязов сбегает в Англию, и финансирование ОФ МИСК приостанавливается, что заметно сказывается на наблюдении за выборами. Фонд с трудом организовывает наблюдение в город Алматы. В итоге Ирина Медникова начинает искать финансирование со стороны. Именно тогда стали появляться НЕТ, фонд Сорос Казахстан, УСАИД и другие организации. Интересным остается факт, что Ирина Медникова и Елена Швецова продолжили посещать тренинги по цветным революциям, а также продолжили набирать армию активистов через всевозможные проекты. Ирина Медникова в 2010 году посетила Кыргызстан в период тюльпановой революции. В 2014 году посетила Майдан. В 2018 году вместе с группой казахстанской молодежи прошла обучение в Армении после революции, где идеологами выступили сотрудники Пражского гражданского центра. Елена Швецова параллельно выезжала на мероприятия Пражского гражданского центра, активно участвовала в проектах фонда Сорос. Находясь во Франции, Мухтар Аблязов решил восстановить старые отношения с Ириной Медниковой и Еленой Швецовой, параллельно заручившись поддержкой фонда Сорос Казахстан. Кстати, Сорос оплачивает адвокатов задержанных сторонников ДВК. Мухтар Аблязов решил осуществить задуманный когда-то переворот. Сейчас идет активная подготовка наблюдателей, революционеров в рамках проекта СайлАУ-2020. В проекте активисты ДВК активно обучаются проведению наблюдения, чтобы после оглашения результатов выборов устроить уже казахстанскую революцию. ПС официально фонд Сорос на проект СайлАУ-2020 выделил 22 миллиона тенге. Неофициальная сумма составляет порядка 66 миллионов, среди которых деньги Мухтара Аблязова.